Академия наук Республики Саха создавалась в сложное время. Настолько сложное, что вообще было непонятно, как вообще пойдет наука, как она выживет. Вот. У меня был свой проект. Это Академия наук и искусств, общественная академия. На самом деле, вот как много у нас общественных академий, одна из таких. Это было просто предложение, а Михаил Ефимович, как человек не только мудрый, но и практичный, поставил задачу создать Академию наук, которая была бы действующей, развивала науку, помогла в спасении, по сути говоря, части российской науки и высшее образование у нас на территории республики. По этому поводу у нас было много разговоров. В начале, как это будет академия, председателем оргкомитета у нас был Владимир Петрович Ларионов. Это тоже естественно, потому что он был ведущим ученым, руководителем крупнейшего научного центра на северо-востоке, это Якутского научного центра. Тогда он назывался даже, может быть, только-только начал называться центром. А на самом деле это был до того якутский филиал Сибирского отделения Российской Академии наук СССР. Но этот комитет у нас собирался много раз. Появилась необходимость обсуждения его проблем с руководством Сибирского отделения, прежде всего, и с Академией наук СССР тогда. Вот. И были много встреч. Но мне пришлось вместе тогдашним представителем обкома партии работал Явленский. Он специалист по медицине. Он был, я и, по-моему, Яковлев. И мы ездили в Новосибирск для встречи с Валентином Афанасьевичем Коптевым. Там тоже у нас был довольно сложный разговор, потому что такого опыта создания таких академий республиканских не было. Он потом говорит, как же мы вам будем. Вот. По сути говоря, если мы там создаем такую академию, она должна была бы войти в состав Российской академии, как ее часть, а члены академии стать членами. Члены Якутской академии должны стать членами Российской академии. Это вопрос очень сложный, как в юридическом отношении, так и в практическом. Он совершенно четко понимал положение своего научного сибирского отделения. Финансирование в то время резко упало, наука искала пути выживания. И он совершенно четко знал, что президент республики РСЯ Михаил Ефимович Николаев очень много сделал, даже уже тогда сделал для защиты своих ученых, для развития своего высшего образования.
Но это его слова. Но вот с точки зрения вот такого оформления юридического и, прежде всего юридического, это вопрос очень сложный. Я, говорю, сейчас решать не буду. Будем решать постепенно, коллективно и так далее. Но это было совершенно правильное, исключительно правильное решение, потому что торопиться с созданием такой махины, как Академия наук республиканская, это не так-то просто. Хотя к этому времени якутская наука достигла довольно больших и даже можно считать кое в чем потрясающего успеха. Но потом он согласился, что надо, может быть, не спеша, давайте, говорит, общими усилиями будем обсуждать эти вопросы, будем вместе решать. Я, говорит, знаю, что он говорит, я знаю, что ваш президент Михаил Ефимович Николаев уже сейчас очень много помогает, но выживанию нашей, по крайней мере, региональной части нашего сибирского отделения. Ну, на этом, собственно, разговор кончился. Мы возвратились, доложили Михаилу Ефимовичу. Но доложили, конечно, прежде всего председателя комитета Владимиру Петровичу Ларионову, и мы вместе пошли Михаилу Ефимовичу обо всем этом разговоре рассказывать. В Якутске тоже было очень много, так сказать, обсуждений. Как же так? Будем мы... Ну, сначала, с самого начала было решено, что члены Российской академии, тогда Академия наук СССР даже, они это автоматически входят в состав, потому что их уже выбирать не нужно. Но все равно с формальной точки зрения мы их это оформим. И было несколько таких предложений по конкретным людям. Вот. Но это все долго обсуждалось. Ну и вот, наконец, поступили собрания. Собрание наше общее об учреждении Академии наук. Она завершилась очень хорошо. В принципе, общий язык все нашли. И нашли, так сказать, Михаил Ефимович предложил это, постараться включить в состав этой академии, иметь в виду, по крайней мере, нескольких людей. В числе и них у нас ученые мирового уровня Мария Кузьминична Гаврилова, любимец Михаила Ефимовича Герман Васильевич Денисов, и несколько других товарищей. Вот. И это такая общая совещательная часть у нас окончилась. Вот. Все, так сказать, пошли. Вы уже идти по институтам, там по отдельным, так сказать, направлениям избирали кандидатуры для избрания в Академию наук. Кандидатуру выдвигали. Вот. И довольно долго это было, по крайней мере, недельку, наверное, шли эти собрания предварительные, а потом у нас состоялось первое, так сказать, организационное собрание, на котором Михаил Ефимович предложил кандидатуру
Василия Васильевича Филиппова как будущего президента Якутской академии. Это было несколько неожиданно. Многие из нас вообще хотели по башкирскому опыту. В Башкирии это уже было. А опыту, чтобы один человек, чтобы между собой, так сказать, эти научные учреждения не конкурировали, сделать одного председателя Якутского научного центра и президента Якутской академии. То есть хотели Владимира Петровича Ларионова. Но такое решение тоже было возможно, но потом все-таки остановились на том, что должен быть президент. Вот. Но при первом обсуждении я, как говорится, выступил против кандидатуры Василия Васильевича. Но это прошлое, но это оно было, потому что мне тогда казалось, что должность ректора университета государственного – это такая же должность, на котором Василий Васильевич очень хорошо работал. Это я знал, потому что прежде всего я продолжал работать в Якутском государственном университете, и мне показалось, что это, так сказать, не стоит его отрывать именно от того места, где он так успешно работает. Но тут решили очень просто, пока, по крайней мере, что он будет продолжать работу и в университете, и в академии. Вот. Это мое предложение казалось, так сказать, я не выдвигал именно Ларионова и так далее. Просто, так сказать, при обсуждении. Вот. Это было, так сказать, наше первое. Потом Михаил Ефимович еще догадался, предложил идею, что должна быть альтернатива. Если уж так пошло, давайте, так сказать, еще одного кандидата подберем, и пусть на альтернативной основе победит тот, кто победит. Вот. Выдвинули. У нас же выдающийся тоже своего рода был деятель. Это профессор Кузьмин, который работал. Он был специалистом по физико-техническим проблемам. И он работал успешно. И к этому времени он уже работал для общего дела. Тогда еще, наверное, не называлось, но какое-то было подразделение, которое занималось общенаучными вопросами, где они готовили всякие общие вопросы. Но на том остановились. Потом получилось так, что подключилось это дело, выборное дело, заместитель председателя правительства. Это, я забыл данный момент. Вот. И она стала тоже вести дело. И самая большая хитрость, может быть, заключалась в том, что председателем нашего общего собрания, этого первого, выбрали меня. И уже, когда возникли эти вопросы, я уже склонился к тому, что давайте, так сказать, попробуем, пока, так сказать, он остается в университете, пока там не будет замена, и путь. В общем, мы так выбрали. По сути говоря, как председатель общего собрания официального,
я уже продвигал кандидатуру Василия Васильевича. Тем не менее, жизнь есть жизнь. Мне казалось, что наверняка у Василия Васильевича сохранится некоторое отрицательное отношение ко мне, но этого за все время работы ни разу он не дал почувствовать. Может быть, так где-то в глубине души и было, по-человечески все мы люди, все мы человеки, но на самом деле он все это время относился, как будто такого не было. Ну и сами посудите, я стал по их предложению, по уровню подготовки редактором первого нашего журнала «Наука образования». Правда, она очень скоро, уже в 2000 году, стала победителем всероссийского конкурса научных и научно-популярных журналов. Первое место заняла. И сразу было объявлено, что его публикации будут считаться как достойными для включения в список ВАК. Но так и пошло. И вообще-то сказать, очень активно, много я работал в уставной комиссии еще. Но в уставной комиссии нас было трое. Это Виктор Леонтьевич Яковлев, это наш горняк, очень такой миролюбивый человек, и Бурцев, специалист по литературе. Вот так вот работали долгие годы. Последние годы, последнее время, последний этап, когда он стал снова президентом, мне предложили стать председателем уставной комиссии, и приходилось, так сказать, многие вещи иногда и исправлять, потому что мы с Георгием Филипповичем Крымским имеем наибольший опыт общения в этих выборных и прочих делах системы Академии наук. Сначала Советского Союза, а потом России. И поэтому это было правильное решение, и это оказалось очень таким полезным именно в самый последний момент работы, последние годы, когда были выборы членов Российской Академии в состав нашей Якутской Академии. Там у нас, так сказать, многие вопросы уставные. Мы помогли, так сказать, решить вместе с Георгием Филипповичем. Иногда где-то в чем-то соглашались, в чем-то не соглашались, и, так сказать, в какой-то мере помогли и Василию Васильевичу, и главе республики. Последний год мы с ним работали очень хорошо. Я, как член президиума, постоянно участвовал в обсуждении всех вопросов. И многие вопросы мы обсуждали иногда довольно острыми, так сказать, выступлениями, но в основном делали дружный такой шаг вперед. Якутская академия, президиум и общее собрание Якутской академии очень хорошо поддержало, так сказать, наши местные экологические требования республики,
очень хорошо поддержала наши работы, скажем, конкретно по биологической безопасности. А биологическая безопасность – это одна из главных проблем сегодняшнего дня, потому что она, как со стороны самой природы, так и со стороны деятельности человека очень много, так сказать, меняется, и безопасность надо, мягко говоря, соблюдать. Вы это очень хорошо знаете. Кстати говоря, вы этими вопросами, по-моему, конкретно и как философ занимались. Беседу можно на этом закончить.